какой причине вы не сможете проголосовать на участке по месту своего жительства? 24 июля в республике стартовал проект «Мобильный избиратель». 8 сентября на выборах депутатов Госсовета каждый татарстанец имеет возможность проголосовать на удобном для себя избирательном участке, без привязки к месту прописки. Чтобы воспользоваться новым механизмом, нужно заранее написать заявление. Сделать это можно в территориальных избирательных комиссиях. Ильдар Мулин говорит, что в день голосования будет в Казани. Он здесь работает, а прописан в другом городе. Поэтому и пришел. Каждый человек делает свой выбор вообще по жизни. Каждый шаг – это его выбор. И, соответственно, когда речь касается о государстве, каждый из нас являемся частью этого государства. Я верю в то, что выбор каждого человека, он решающий. Мы работаем в рабочие дни с 4 до 20 часов и выходные и праздничные дни с 9 до 2. Открепительный талон можно получить и в МФЦ. Как это сделать? Среди первых своим правом воспользовался Наиль. При входе в зал МФЦ он выбрал услугу «Выборы-2019». Его автоинформатор пригласил в окно номер 20. Оформление заняло несколько минут. Я работаю рядом с МФЦ, зарегистрирован в одном месте, проживаю в другом. Мне было бы удобно проголосовать рядом с домом, то есть по месту проживания. В связи с этим пришел взять открепительный талон для того, чтобы проголосовать по месту жительства. Для меня очень важно отдать свой гражданский долг. Это можно сделать до 4 сентября и только один раз. Для получения услуги необходимо иметь при себе паспорт, либо временное удостоверение, в случае, если в данный момент паспорт находится на замене. Филиалы МФЦ работают с 7 утра до 8 вечера, 7 дней в неделю. С 28 августа у нас заработают наши участковые комиссии по приему аналогичных заявлений. Глава Центральной избирательной комиссии Мидхат Шагиахметов отмечает, чтобы оформить заявление, жители Татарстана могут обратиться в любую территориальную избирательную комиссию или МФЦ. Только те избиратели, которые примут решение в последний момент перед выборами, должны будут прийти по месту прописки. А те, кто не успевает прийти в ТИК или МФЦ, получить услугу может и в электронном виде. Для этого нужно зайти на портал Госуслуги. В портале Госуслуги он находит услугу соответствующую, значит, выборы. И там уже также оформляет это заявление. Процедура достаточно простая. В среду избирательные комиссии завершили прием документов от политических партий и кандидатов для регистрации. 2 августа станут известны все участники избирательной кампании. В течение 10 дней комиссиями будут проверены предоставленные документы, подписные листы и принято решение. Сейчас зарегистрированы списки 4 парламентских партий. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. Всего 171 кандидат. Документы на регистрацию, в том числе подписные листы, подали еще 5 партий. Коммунисты России, партия Роста, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, партия ветеранов России и партия Российский общенародный союз. 2 политические партии «Родина» и «Добрых дел» защиты детей и женщин не будут участвовать в выборах по партийным спискам, так как в установленный срок документы для регистрации, в том числе подписные листы с подписями избирателей, в поддержку своего выдвижения они не предоставили. Из 296 выдвинутых кандидатов по одномандатным округам зарегистрировано 176. В настоящий момент рабочая группа проводит проверку оформления подписных листов. Далее эти подписные листы они будут направлены как управлением Федеральной миграционной службы и проверять будут еще для полноты экспертно-криминалистический центр экспертизу проходит на достоверность, на действительность подписей. У нас принцип работы открытость, гласность избирательной комиссии, поэтому рабочая группа проводит проверку подписных листов в присутствии членов комиссии с совещательным голосом от разных политических партий. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней.